Проведение чистых и честных выборов приведет нашу республику к светлому будущему. На протяжении многих лет выборы сопровождались фальсификацией, подкупом голосов и уйму другими нарушениями. В результате бесконечные митинги, недовольство населения и смена власти. По новой конституции выборы пройдут по смешанной системе. На этот раз народ будет голосовать за партию и за одномандатного кандидата. И сегодня прошло заседание по оказанию содействия комиссиям в проведении парламентских выборов. На сегодняшний день собран актив города Бишкек и озвучивается именно самая больная тема по использованию административного ресурса и по предотвращению подкупа наших избирателей. Также в рамках подготовки к выборам будут озвучены и озвучиваются, какая необходима материально-техническая помощь нашим избирательным комиссиям и по невмешательству как в деятельность избирательных комиссий, так и в запрете для поддержки каких-либо политических сил. Если кто-либо из госслужащих будет использовать или будет вмешиваться в избирательный процесс путем агитации или путем подкупа или создания каких-то условий, он немедленно будет привлечен к соответствующей ответственности. Или он будет снят с работы, или, если у него в действиях состав преступления, он будет привлечен к уголовной ответственности. Только таким образом мы обеспечим чистые, прозрачные и законные выборы. Другого пути нету, я не вижу. В своем обращении к народу глава государства отметил, что данные выборы пройдут прозрачно. А это значит, что любого нарушителя закона ждет строгая ответственность. И все мы должны понимать и принимать тот факт, что от каждого из нас зависит будущее состояние Кыргызстана. Всем одинаковые условия. Я уже говорил, всем партиям, всем кандидатам будет одинаковые условия, всем одинаковые отношения. И во время агитации никто будет не вмешиваться. Все госслужащие в агитации не будут участвовать. Единственное, там, где массовая будет агитация, там будет участвовать органы внутренних дел, которые будут обеспечить порядок, отслеживать порядок в этом месте, чтобы никто этот выборный процесс там не нарушил общественный порядок. Отметим, что на сегодняшний день в Центр избирком поступили уведомления от 194 кандидатов в порядке самовыдвижения о намерении участвовать в парламентских выборах. Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения производится путем подачи кандидатам в ЦИК заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу. Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе. Салима Дюшембекова, Исембек Усенов, Нурлан Кулиев, СТВ.